Қайырлы күн, құрметті көрермен, әріптестер. Астана қаласының коммуникациялар қызметінің ақпараттық алаңында баспасөз конференциясын бастаймыз. Бүгінгі тақырып әлеуметтік кәсіпкерлік үшін гранттар беру туралы. Спикерімізбен таныс болыңыздар. Қуаныш Кәдір, Астана қаласы инвестициялар және кәсіпкерлікті дамыту басқармасының кәсіпкерлікті дамыту бөлімінің басшысы. Дорогие зрители, мы начинаем пресс-конференцию на тему о предоставлении грантов для социального предпринимательства. Хочу напомнить нашим зрителям, что вы можете задавать свои вопросы в прямом эфире нашему спикеру, а также оставляйте на наших аккаунтах в соцсети. Құрметті Қуаныш мырза, қош келдіңіз. Сөз кезегі өзіңізде. Рахмет, қайырлы күн, елорда кәсіпкерлері. Естеріңізге сала кетейік, 5 миллион теңгеге дейінгі мемлекеттік грант беру конкурсына өтінімдер қабылдану қазір қабылдануда. Өтінімдерді онлайн платформа кезекте.kz платформасы арқылы 23 қазанға дейін бере аласыздар. Ағымдағы жылғы енгізілген өзгерістер бойынша айта кетейік. Ағымдағы жылы енгізілген өзгерістерге сәйкес конкурсқа тек әлеуметтік кәсіпкерлік субъектілері ретінде тіркелген кәсіпкерлер ғана қатыса алатынын атап өтемін. Одан кейін бағдарлама шартына сәйкес келетін әрбір кәсіпкер, егер ол кәсіпкерде мемлекеттік гранттар алу шарты болмаған кезде бір бизнес жоба бойынша мемлекеттік гранттар беру мақсатына конкурсқа іріктеуге қатысушы бола алады. Конкурсқа қатысу үшін бірқатар маңызды талаптар бар. Олар: біріншіден, жобаны іске асыруға арналған шығыстарды мемлекеттік гранттар көлемінің кемінде 20%-ын қоса қаржыландыру керек. Ол кәсіпкер өз тарапынан қоса қаржыландырады. Екіншіден, жаңа жұмыс орындарын құру болып табылады, маңызды бір шарт. Үшіншіден, жобаға қажетті инфрақұрылым бар болу керек, немесе оны құруды жоспарлау қажет. Также хотелось бы отметить, средства государственных грантов могут быть использованы только в определенных категориях. Сейчас подробно расскажу, именно в каких. Это первое: на приобретение основных средств. Это как сырья, материалов, необходимых для производства товаров и оказания услуг. На приобретение нематериальных активов. Приобретение технологий, право франчайзинга и на исследовательские работы. Хочу также отметить, именно на данных сферах предприниматель, который получил государственные гранты, могут использовать свои средства. На иные цели использование государственных грантов запрещается. Также немаловажно хотел бы отметить, средства государственных грантов предприниматели, которые выиграли, не должны снимать их, как бы сказать, со своих счетов. Также хочу отметить, какие документы необходимы для участия на конкурсе на получение государственных грантов. Предприниматели, претендующие на получение государственных грантов, предоставляют нам через платформу кезекте.kz в онлайн-формате следующие документы. Это первое: справка о средней численности наемных работников на момент подачи. Данная справка предпринимателям пишется от руки, либо на электронном формате, заверяется подписью и печатью, пишется в свободной форме. Второй документ – это документ, подтверждающий наличие софинансирования в размере не менее 20% от суммы гранта. Третий документ – это копия, подтверждающая статус субъекта социального предпринимательства. Полный перечень необходимых документов и требований вы можете ознакомиться на сайтах Акимата города, Управления по инвестициям и развитию предпринимательства, в социальных сетях Instagram, Facebook. Если коротко, это вот данные все основные требования. Рахмет. Дорогие зрители, мы переходим к сессии вопросы-ответы. Итак, первый вопрос: как подтвердить статус субъекта социального предпринимательства? Так, спасибо большое. Чтобы подтвердить статус, каждый предприниматель должен предоставить копию реестра социального предпринимательства. Данный реестр утверждается приказом министра национальной экономики. Он в открытом доступе, в принципе, есть на сайте Министерства национальной экономики. Каждый предприниматель может его скачать, и при подаче заявки он прикладывает к своей заявке данную копию реестра. Спасибо. Следующий вопрос: должно ли софинансирование государственного гранта в размере не менее 20% быть только в денежной форме?
Нет, вообще, спасибо за вопрос. Вообще не должно быть только, могут быть не только денежными средствами, но и другим имуществом. Первое, денежными средствами предприниматели подтверждают наличием средств на банковских счетах, выписки из банковского счета. Предоставляют при подаче заявки, прикладывают выписку из банковского счета. Именно счета ИП или ТО, не физического счета. Второй момент. Если у предпринимателя нет свободных средств, чтобы подтвердить наличие софинансирования, он может предоставить другим имуществом. Это, допустим, помещения, материальные активы какие-то, оборудование и так далее. Либо может предоставить каким-то движимым имуществом. Но здесь есть определенный нюанс. Это данные все движимые, недвижимые имущества или другие оборудования должны напрямую участвовать в бизнесе. Нельзя просто предоставить там свою квартиру, либо машину, которая не будет иметь отношение к деятельности. Спасибо за ваш развернутый ответ. Следующий вопрос. Как подать заявку на участие в конкурсе? Вопрос тоже в докладе озвучили. Да, в докладе озвучил. Мы принимаем заявки от предпринимателей до 23 числа включительно в онлайн-формате на сайте kizikte.kz. Каждый предприниматель должен на данной платформе, еще раз скажу, kizikte.kz, на данной платформе зарегистрироваться. Далее он заполняет всю заявку с прикладыванием необходимых документов и полностью расписывает свой бизнес-проект. Далее предприниматели направляют заявку нам в управление по инвестициям и развитию предпринимательства. Мы эту заявку рассматриваем и ему на данном же сайте отвечаем. Здесь еще одно нюанс. Каждый предприниматель, как направил заявку, должен смотреть свою заявку периодично, потому что мы, как при заявке поступают, мы их обрабатываем и даем обратную связь. То есть, если там что-то некорректно заполнено, либо неправильно, не приложены дополнительные документы какие-то необходимые, то мы сразу же отвечаем, и предпринимателю необходимо следить за состоянием своей заявки. Рахмет. Құрметті Қуаныш мырза, уақытыңызды бөліп Астана қаласы коммуникациялар қызметінің алаңына келген үшін сізге алғыс айтамыз және болашақта қызметтеріңізге сәттілік тілейміз. Құрметті көрермен, бүгінгі брифинг аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Амандықта жүздескенше. Рахмет. Сау болыңыздар.